доброго вечерочка, замечательной пятницы, прекрасного настроения, дорогие мои. Надеюсь, у вас все хорошо. Начала я сегодня с Майкла Джексона. Прекраснейшая композиция, очень она мне нравится. Лютик, здравствуйте, здравствуйте, привет Амурской области, очень-очень приятно. Артем, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, спасибо большущее. Итак, у нас сегодня прямой эфирчик. Мы сегодня с вами зарядимся энергией как раз перед замечательными летними выходными. Послушаем прекрасную музычку. С удовольствием для вас сыграю прекрасных, замечательных композиций. Пятничный вечер, друзья. Я вам решила его сегодня искрасить, да? Знаете, когда настраиваю инструмент, не оторваться от него. Хочется играть и играть и играть. В общем, друзья, надеюсь, у вас все хорошо. Пишите обязательно какие-нибудь просьбы, либо заказывайте, вы знаете все. Обычно я говорю это в конце эфира, но скажу сегодня в начале. Обязательно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, вам маленькое действие, мы будем друг другу обязательно полезны. Я обязательно буду вас знакомить с музыкальными, инструментальными композициями, которые можно исполнить на цимбалах, которые очень хорошо на них звучат. Прекрасный белорусский инструмент. Друзья, также подписывайтесь на мой канал в Телеграм, мне будет тоже очень приятно. Там я бываю, естественно, почаще. А здесь у нас эфиры на ютубе проходят каждую пятницу в 7 вечера, так что милости прошу. Да, доброго вечера, друзья. Александр, здравствуйте, дорогие мои, рада вас всех видеть. Итак, мы продолжаем, друзья. И следующие композиции у нас будут от Лидии. Лидия, от души вас благодарю, прекрасный выбор композиций. Мы сейчас послушаем от Лидии несколько композиций, не забудьте ее обязательно поблагодарить. Юрий, здравствуйте. И первая композиция, вот не скажу, как она называется, но я уверена, что вы ее знаете и, конечно же, угадаете. Сейчас вот и проверим, друзья, проверим. Так.
конечно же, два корабля. Друзья мои, два корабля группы Агата Кристи. И я на секундочку отбегу, садится у меня планшет почему-то. Хотя вчера заряжала. Друзья, пообщайтесь пока. Я вернулась. Сейчас мы его поставим на зарядку. Фух, у нас сегодня, друзья, 34 градуса. Это прям жестко, я вам скажу. Фу, на первом этаже спасаемся кондиционером, второй этаж без кондиционера, как бы окно открыто, но ветер жаркий, я так скажу. Поэтому очень жарко. Вот две композиции сыграла, и уже все. Прям тяжко немножечко. А вентилятор не поставишь, потому что тут же полетит строй, струны. А нам этого не хочется, конечно же. Поэтому я немножечко посижу в бане вместе с вами. У вас похолодание до 15, Лидия. Вы знаете, вот когда вот такая жара, конечно же, мне хочется в какую-то такую ледяную комнату, где может быть даже, да, 15 градусов, а может даже и меньше. Хотя для лета, конечно, хочется более комфортной температуры. В Калининграде она, конечно, вроде более комфортная была, но я вам скажу, последних 2-3 года там тоже жарко. Вот буквально на днях мы с сестрой разговаривали, там тоже 31-33, и очень жарко для Калининграда и области. Это вообще не характерно. Прям потепление у нас, потепление всемирное, да, друзья мои. Но ничего, мы это переживем. Мы ко всему, так сказать, можем приспособиться, и к этому в том числе, к жаре. Ух! Ну что ж, следующая композиция. Друзья мои, следующая композиция также от Лидии. Прекрасная будет вещь, душевная, замечательная. И название у нее просто невероятное. «Путь домой», конечно же, дедюля. Давайте послушаем его.
такая прекрасная вещь от дедюли, друзья мои, «Путь домой», она вот так называется. Кстати, на прошлой неделе, по-моему, дедюля выступал у нас здесь, в Крыму, в Лавандовых полях. Я все пытаюсь туда пробиться, пишу ребятам, но они такое ощущение, что не читают, либо у них какой-то сумасшедший график, что не видят сообщений. Писала ему уже несколько раз, и одному, и второму, там разные организаторы. Очень бы хотела тоже вот так выступить для людей в Лавандовых полях. Конечно, дедюля молодец, что там выступил, но вы представляете, вот эта вот атмосфера. Во-первых, вокруг пахнет лавандой, во-вторых, все жужжит. Это вот я помню, это когда мы снимали клип Омеги, тоже в лаванде, там все жужжит, там очень много пчел, очень сильный запах лаванды. Боишься, что тебя покусает, при этом дико жарко. Ну, в общем, это прям целое испытание. А дедюля, конечно же, был не в шортах и футболке, а он был в своем сценическом костюме, да, это вот рубашка, жилетка, штаны такие свободные. То есть я представляю, как человеку там было нелегко, представляете? Ну, на сам концерт я не попала, но видела видео прекрасное, замечательное. Конечно же, в цветочных полях это всегда ярко выглядит, всегда интересно, особенно когда это живая, красивая музыка, инструментальная музыка, просто потрясающе. Ну, надеюсь, не последний раз. Может быть, и получится у меня там выступить. Посмотрим. Но пробиваю разные площадки, надеюсь, где-то что-то, да, и стрельнет. Очень хочется, так сказать, выступать. Друзья мои, спасибо большое, Лидия, от души вам большущее спасибо. Это у нас был «Путь домой», дедюли, друзья. И следующая композиция также неожиданно от Лидии. Мы сейчас с вами послушаем саундтрек к фильму «Бонд 007», которую эту песню спела Адель, конечно же, Адель, а называется она «Skyfall».
как-то она очень органично звучит, эта композиция. Друзья, не знаю, смотрели ли вы именно вот эту версию Skyfall, не Skyfall, а 007, Бонд, очередная Бондиана. Я, честно говоря, не помню, чтобы я ее смотрела, либо смотрела один раз. Ну вот совершенно не помню, честно говоря, потому что как-то вот устала я от Бондианы, столько фильмов. И каждый фильм подкидывает какие-то идеи, все время там спрашивают, какой Бонд там ярче, лучше, интересней и т.д. и т.п. В общем, не помню я его, честно говоря, помню картинку, вот эту вот афишу Бонд 007, вот это я помню, и главного героя я помню. Вот. Ну и, соответственно, песни, естественно, уже ассоциируются с агентом 007, конечно же. Это все очень замечательно звучит. Очень даже хорошо. А сегодня прям очень и гармонично прозвучала. Лидия, от души вас благодарю. Большущее спасибо. Прекрасная вещь, прекрасная композиция. Мне прям сегодня даже понравилось. Хотя обычно я вам скажу, что так себе. Вообще как-то вот мне и минус не особо. Но сегодня, не знаю, как-то по-другому звучит. Видимо, жара влияет все-таки на это все дело. Друзья, мы идем дальше. И, конечно же, от Лидии. Не забудьте поблагодарить. Будет у нас следующая композиция. Хорошая композиция, она очень, скажем так, популярная была, и сейчас ее узнают все, мне кажется. Дэвид Гетта, Dangerous.
исполняет эту композицию. Хорошая вещь. Сейчас чуточку подтянем где-то. Прям жарко-жарко. Егор, спасибо большое. Это, наверное, вот так, не вот так. Спасибо большущие, классные цветочки. Спасибо, Лютик. Отлично, отлично. Я рада, что вам нравится, друзья. Заряжаемся, так сказать, на выходные. Кстати, вот эту композицию Dangerous я все время путаю с Believer. To Believer, to Dangerous, to Believer. Говорю об одном, думаю о другом, а играю третье. В общем, все как всегда. В голове моей каша. Особенно с такой жарой, прям, тяжко совсем. Ух, Лидия, спасибо вам большущее. И, друзья, следующая композиция у нас также от Лидии. Лидия, большущее спасибо, что вы помните, что есть композиции, в которых есть, так сказать, мои придуманные мелодии на замечательный минус. Друзья мои, мы сейчас с вами вспомним французский диджей Waracles. Мы сейчас с вами послушаем композицию Порто. Сколько лет, сколько зим, классно. Я хорошо играю на гитаре.
«Во поле береза стояла». Знаете, у меня вот как-то надо больше народных песен послушать, чтобы их повставлять куда-нибудь, да, вот хочется прям, раз уж инструмент народный, он так придает народного звучания, а еще можно и народные какие-нибудь мелодии вставить в Линкин Парк какой-нибудь. Вообще будет огнище, да? Друзья, спасибо вам большое, прекраснейший сегодня эфир, я вас от души благодарю, вы такие сегодня активные, классные, очень-очень здорово, я была рада вас видеть, приятного вам настроения, конечно же, впереди у нас замечательные выходные, проведите их с друзьями, с близкими, с родными, позвоните, обязательно пообщайтесь, поблагодарите, ну, узнаете что-нибудь новенькое, все-таки лето на дворе, неважно какая погодка, обязательно давайте прогуляемся, подышим свежим воздухом, получим заряд энергии. Ну и, конечно же, напоследок я для вас сыграю приятнейшую композицию, чтобы, так сказать, уже закрепить результат, друзья. Так, и, пожалуй, это будет, что для вас такое сыграть. Я, пожалуй, напоследок я бы хотела для вас сыграть вот эту композицию. Замечательная песня, друзья мои. До новых встреч. Это у нас была
Анна не Клаб, а композиция Supergirl. Вот так она называется. Надо обновить бы мой репертуарчик. Зайду, обновлю обязательно. Очень много новых композиций, честно говоря. Я что-то про них молчу. Друзья, до новых встреч, до следующей пятницы. В 7 вечера здесь у меня на канале встречаемся, друзья. Кто хочет поблагодарить, вы знаете, ссылочка под этим видео. Всех обнимаю, всех целую. До встречи, конечно же.